Рахмат. Негизи тура бияқта трубалар өтө эскирди да? Бишкекте. 77% турабы? Буга Бишкек теплосетінің директоры. Да, изношенность труб. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бишкек жылуулук тармактарынын генеральный директор Абдыкалыков Эркин. Изношенность тепловых сетей, да, составляет 77%. Вы совершенно правы. Я поддерживаю. Единственное, как вы будете выплачивать кредит, вам же рекредитуют, когда вы сами, мы по сути датируем, субсидируем тарифы. Уважаемый Дастан Далабаевич, экономическая модель построена. Выплаты составят ежегодно порядка около 80-85 миллионов сомов. По итогам прошлого года АО «Бишкек Теплосеть» получила прибыль 117 миллионов сомов. За счет нашей финансово-хозяйственной деятельности немножко сократим капитальные вложения, мы сможем выплатить этот кредит. Вы прибыль даже получили, да, говорите? Да. А почему говорят, что у нас вот отопление дорогое, поэтому мы субсидируем, в принципе? Отопление, на самом деле, тарифы на сегодняшний день, они действительно ниже себестоимости. И происходит перекрестное субсидирование за счет электроэнергии, за счет экспорта электроэнергии. Это у ТЭЦа минус идет, у вас, в принципе, Да. плюс идет, да? Да. Теперь вы мне скажите, сколько вы планируете километров труб заменить на кредитные средства? По данному кредиту планируется заменить около 2 километров труб диаметром 900 миллиметров. Это вывод «Восток» с ТЭЦ Бишкека на южные микрорайоны. Это один из компонентов. Но это не новый, это замена, да, будет? Там есть часть, 1 километр, кроме этого мы меняем полностью, новое строительство. И 2 километра мы будем реконструировать с заменой старых труб и увеличением диаметра. А абоненты те же будут, увеличение абонентов не предполагается? Но у нас появится возможность еще потом с увеличением диаметра подключать новых абонентов. Не, я поддерживаю это все, но для бишкекчан это нужно, потому что, ну, вон иногда бывает отопление дают, горячая вода есть, но оно теплое, да, или холодное вообще бывает. Это же вот как раз из-за того, что трубы же устарели, правильно же? Где-то потери идут. Тут два компонента есть, Дастан Далбаевич: трубы и индивидуальные тепловые пункты, это которые находятся в подвалах домов, элеваторные узлы так называемые. Их предполагается полностью часть новые поставить, часть реконструировать. 2047 тепловых пунктов. Они тоже позволят улучшить качество теплоснабжения. Вот здесь еще в рамках этого соглашения предполагается, это уже не к вам вопрос, не Бишкек Теплосеть, на 5 миллионов угольные печи, что ли, заменить, или что вы хотите сделать? Я вот это не понял. Дастан Далабаевич. Как можно воздействовать на частные домовладения? Дастан Далабаевич, по второму компоненту предполагается раздать малоимущим семьям 14 тысяч. Өзіңізді таныштырсаңыз бірінші. Бекжан Супаналиев, Арестин аткаруучу директоры. Экинчи компоненты боюнча 5 миллион доллар турат экинчи компонент. Ошонун ичинде 5 жылдын ичинде 2 областта 4 районунда 14 миң энергия кубаттуулугу күчтүүрөөк печкаларды жакыр үй бүлөлөргө берүү боюнча, алмаштыруу боюнча. Ушундай жумуштар аткарылат. Уақытыңыз бар? Микрофон бергіле, Дастан Далабаевич. Микрофон и очередь, да? Кому вы собираетесь раздавать? Каким областям? Когда строился дизайн этого проекта, были отобраны Орская область и Нарынская область. Согласно данным по бедности Министерства труда и социальной защиты,
в этих областях, в Волжской области, Я Алайской, понял. А как вы будете определять, что вот эта семья бедная или не бедная? Печки по как социальным развивать будете? паспортам будем работать совместно с Айлы Өкмөтү. Там будет проходить мобилизация. Да не лучше было бы сразу брать проект, делать проект под одно что-то, под Бишкек теплосеть. Зачем вам вот это раздавать? Это самое неэффективно, просто взять, мы здесь половину берем в кредит, половину грант, на 40 лет мы берем, и чтобы просто печки раздать. Это смешно же, елки-палки. По нашему компоненту чистый грант, кредита нету по нашему компоненту. Это по вашему компоненту, а тут же идет 50 на 50 же получается. Нет, по Не 50 нашему на 50, компоненту тут чистый грант будет даваться. Ну, я думаю, что было бы полезнее его было, использовать по-другому, не раздавать. Зачем раздавать? Да, Стандалбай, здесь речь идет о энергоэффективных печах, то есть это новые модели будут внедряться печей. А какие здания вы собираетесь энергоэффективности прибавить? В 7 областях будут отобраны 21 здание, где находятся социальные объекты. Это будут или школы, или детские сады, или больницы. То есть вы не знаете пока? Нет, сейчас еще отбор не завершен, но мы предварительно уже с каждым районом отрабатываем этот вопрос. Хорошо, спасибо. Рахмат.